осенним утром, дорогие телезрители. Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Говорим с первоклассницей и ее родителями, как они подготовились к этому учебному году. Это все очень скоро. В центральных улусах 6 часов утра температура воздуха составила 9-11 градусов выше 0. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Заречье в 6 часов утра плюс 9, плюс 12, днем плюс 16-20. В южных улусах утром плюс 8, днем до 17 градусов тепла. В Вилюйских улусах в 6 часов утра плюс 8, плюс 10, днем плюс 18-19. В Нижнеленских улусах утром плюс 11 градусов, утра плюс 4, плюс 7, днем до 11 градусов тепла. В Янских улусах в 6 часов утра плюс 2, плюс 8, днем до 14 градусов выше 0. В северо-западных улусах в 6 часов утра плюс 3, плюс 9, днем до 12 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 5, плюс 6 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер переменный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 18-20 градусов тепла. Напоминаю, что мы работаем в прямом утренние пожелания. А мы продолжаем наш эфир. Вот и наступил долгожданный День знаний, 1 сентября, который ассоциируется с белыми бантиками, букетами цветов, веселой линейкой, радостью от встречи с одноклассниками и учителями после долгих каникул. А каким же будет 1 сентября у школьников города Якутска? Сегодня, прямо сейчас, нам расскажет начальник управления образования города Алексей Клементьевич Семенов. Доброе утро! Доброе утро! Ну, обычно в прошлые годы через пару часов должна была во всех школах начаться линейка веселая, долгожданная. Что же будет в этом году сегодня? Ну, во-первых, хотел бы всех своих учеников, родителей, коллективы школ, команду руководителей школ города поздравить с Днем знаний. И этот День знаний у нас вот в первые классы идут 5612 школьников, первоклассников. Ну и открывают двери, ну, последний звон, 1 сентября будет у 2500 11-классников. И учебный процесс у нас 1 сентября будет для первоклассников в очном формате, а для остальных... Главный вопрос, пожалуй, который волнует всех родителей и школьников. Ну, учебный процесс в очном формате будет только у начальной школы, а 5 по 11 класс учебный процесс начнется в дистанционном формате, то есть поэтапно вводится такой очный формат. И для 8 школ, это коррекционные школы и школы пригорода, например, Маганская, Кангаласская школа, учебный процесс начнется в очном формате для всех школьников. А вот страдает ли от этого качество образования? Ну, сейчас вот школа получает заявление от родителей, выясняем, сколько перейдет на дистанционный формат, сколько останется в очном формате. Исходя из этого, вот если у нас количество будет большое, то, наверное, сформируем отдельные классы по дистанционному обучению. Ну, каждая школа будет определяться с формами обучения, исходя из условий, которые у них имеются. Такие уроки, вот, как физкультура, труд, ИЗО, музыка, они не пострадают вот от этих онлайн-обучений? Ну, я думаю, что не пострадают. Тут, конечно, нужно взаимопонимание, доброжелательное отношение ко всему. Допустим, вот я хотел поблагодарить, у нас буквально 10 августа последний день, и у нас дополнительно летняя занятость в очном формате, к сожалению, не прошла. И у нас в школах, в 16 школах, и еще, допустим, детский подростковый центр, свои лагеря, Таежный герой,
и разные формы, да, вот они провели в дистанционном формате. То есть сумели в новых условиях обеспечить летнюю занятость наших детей. Вот на летних площадках школьных у нас прошли летнюю занятость 8,5 детей. В объекте дополнительного образования у нас в летнее время было занято 1500 детей. Поэтому и с предметными областями, я надеюсь, справимся. Мгм. А есть ли какие-то данные на сегодняшний день, сколько процентов родителей написали заявление о переводе своих детей на дистанционное обучение? И могут ли они в последующем передумать и перевести обратно на оффлайн? Алексей Клементьевич? Алексей. Ну, все, где-то Мгм. 5-10%. И Так. зависимость... Посмотрим материал, который подготовил мой коллега Максим Гоголев. Ведь немало интересных событий, кроме Дня знаний. В 1910 году началось производство грампластинок в России, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок. Завод построили два немецких предпринимателя, финансист и специалист телевидения экранных искусств. 1 сентября 1919 года в Москве была основана Государственная школа кинематографии. Сегодня это учебное заведение называется «Писали зарубежная пресса». Наверное, такое возможно только в России. Тем не менее, уже в начале 20-х годов в школе начали работу первые факультеты. В 25 году школа получила статус техникума, в 30-е стала государственным институтом. Сегодня день рождения отмечает замечательный актер, сценарист, продюсер Сергей Гармаш. Его можно вспомнить по фильмам «Беспредел», «12», «Русская игра». Ему исполняется 62 года. В этот день свой 24-й день рождения отмечает актриса Зендея Мари Коулман, ставшая суперпопулярной после роли Мэри Джейн в фильме «Человек-паук». Также сегодня день рождения замечательного актера театра, видеоблогера Антона Лапенко. Сериал «Внутри Лапенко» стал культовым уже с момента выхода. Его образы быстро разлетелись на мемы, а фразы стали крылатыми. Актеру исполняется 34 года. А на наш WhatsApp номер прилетело одно поздравление. Всем доброе утро, всех учителей школы, преподавателей средних, высших учебных заведений, учащихся средних школ, особенно первоклашек, студентов средних, высших учебных заведений. Родителям поздравляем с Днем знаний 1 сентября. Желаем всего хорошего, успеха в учебе, в работе. Самое главное – здоровья и счастья. С пожеланиями Галины Петровны, Легентей Титовы. Спасибо большое, дорогие телезрители, за ваше поздравление. Мы тоже присоединяемся и продолжаем наш эфир. Осень и 1 сентября – некое начало, когда мы начинаем новый отсчет. Этот день ждут не только школьники, но и студенты. Как же начнется учебный год для них, нам расскажет проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-Восточного федерального университета Александр Александрович Ильин. Александр, доброе утро! С Днем знаний! Доброе утро! У вас также. Давайте расскажем, как же будут учиться студенты в этом учебном году. Ну, во-первых, хотел бы всех поздравить с Днем знаний, с 1 сентября. Для каждого из нас это начало чего-то нового, новых побед, новых достижений. В этом году, все понимаем, у нас учебный год начнется необычно. Очное обучение с 1 сентября начнется только у студентов первых курсов, которые в этом году к нам поступило. А их поступило порядка 5000, рекордное количество первокурсников. И сейчас у нас еще набор по коммерческим студентам и заочникам еще продолжается. По студентам старших курсов со 2 по 5 они будут учиться пока до 18 сентября. Ну, это по предварительным таким срокам дистанционно. Будет заочное обучение через цифровые сервисы, ну, в основном через Zoom, Moodle. Кратко так. А вот приехали ли уже студенты с улусов? Вот как мы знаем, не во всех населенных пунктах интернет хорошо ловит. Наверняка даже тем, кто учится дистанционно, нужно приезжать, наверное. Заселились ли они уже в общежитие?
Ну, по первокурсникам мы заселение начнем где-то 8-9 сентября. Выйдут приказы о заселении. А по студентам старших курсов сейчас мы отрабатываем вопрос с Министерством связи и инновации по вопросу. И весной мы этот вопрос отрабатывали, чтобы узнать качество интернет-связи в каждом населенном пункте нашего района. И мы такую сейчас точную работу с кураторами отрабатываем вот этот вопрос. И по мере необходимости, если будет такое, что обязательно студент должен приехать, студент старшего курса, мы, конечно, скажем, чтобы он приехал, и мы заселим его в общежитие. В любом случае, чтобы обучаться дистанционно, нам нужна хорошая связь. Но благо в этом году за лето проделана очень большая работа министерством. Очень много населенных пунктов сейчас уже имеют эту связь по сравнению с весной. То есть работа проведена. Да. В этом плане. Ага, вот вы сами сказали, что в этом году рекордное количество полагаться в учебной аудитории. Ну, в начале учебного года это была наша основная задача. Мы все понимаем, какие большие учебные корпуса, как корпус факультета естественных наук ФЕН или КТФ, там будет для каждой группы, для каждого учебного подразделения свой вход, свой выход, аудитория и также занятия, учебные планы, графики занятий составлены так. Чем же будет примечателен этот учебный год? Все-таки Такая тема, можно сказать, на сегодняшний день. У нас при графику по отдельности массовых торжественных линеек не будет, и не будет. Ну, по крайней мере, в сентябре его не будет. Такие ситуации в регионе. А преподавателям вот в этом учебном году, который... Науки искал свою аудиторию, искал свою группу, обучая, всегда помнили о своих близких, родных. Они надеются, что они дадут удачи, крепкого здоровья, терпения и, конечно же, за эти, которые будут работать во благо процветания нашего региона и страны в целом. Именно 1 сентября. Ну, сегодня для нас волнительный день, так как я уже сказал, у нас необычный учебный год начинается, и поэтому сегодня мы встретим своих первокурсников, не всех, конечно, но большую половину мы их встретим в наших учебных корпусах, и пройдут линейки, как я уже говорил, кто-то 5 лет, поэтому такое, чувство такое непонятное, можно сказать. Творческой работы. Удачного дня. Спасибо. Всего доброго вам. Так, доброе утро, с Днем знаний. Поздравляем племянников первоклашек Руслана и Сашу, родственники с Улах Ана Хангаласского улуса. Вам тоже большой привет. Надеюсь, ваши племянники Руслан и Слики волшебные звуки арфы, этого удивительного и грациозного инструмента. Оказались маленькие. А отправить, ни денег, ничего. И показали мне вдруг арфу. Будешь учиться? Я говорю, ой, конечно. Ага. А сколько лет было? Уже 8-9 лет, конечно. И в музыкальной школе при консерватории Римского-Корсакова, переулок Матвеева, рядом с Мариинским театром. И вот мы там жили в интернате и учились. И я начала заниматься на арфе. Лет творческой деятельности первой арфистки Якутии. Работая в театре, вдруг 94-5 года, все время одна. То у нас, значит, театральный оркестр и телевидение, тоже оркестр был. И везде я одна. И вдруг Василий Афанасьевич, Николай Михайлович открывает школу. И сказали открыть как раз арфу. Я с удовольствием прямо начала работать. Контачу с Москвой, с Ленинградом, со всеми педагогами, которые... А сейчас я не детей воспитать, ничего, и вожу своих детей туда, чтобы они брали все это общее. Лидия Павловна Новгородова – первая профессиональная арфистка из конкурсов. Воспитанники Лидии Новгородовой успешно продолжают свое обучение в престижных вузах России и работают в лучших оркестрах не только Дальнего Востока, но всей страны и зарубежья. Лидия Павловна очень добрая, но в то же время требовательный учитель, то есть ты должен вовремя все приносить, но она такой особый подход, именно к каждому ученику у нее особенный подход.
Легкие, почти воздушные звуки арфы требуют порой недюжинных сил. 46 струн и 7 педалей. И в то же время она пластична, гармонична. Ее хрустальные звуки очаровывают, зачаровывая. Вот такой вот удивительный день. Сегодня 1 сентября, и погода у нас сегодня тоже необычная. С утра заметили, да, какой туман. А по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, у нас сегодня в центральных улусах температура воздуха составит 20 градусов тепла, в Заречье плюс 16-20, в южных улусах плюс 17, в Вилюйских улусах до 19 градусов тепла, в Нижнеленских улусах 14, в северо-западных улусах сегодня днем потеплеет до 12 градусов выше 0. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха днем ожидается плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Но эфир 1 сентября не может быть без первоклассника. К нам подключается Милана Степанова с сегодняшнего дня. Доброе утро, Якутск, доброе утро. Артем у нас пойдет в 4 класс. У Степановых вдвойне ответственный год в этом году. Расскажите, как вы готовились к этому дню? Милана очень волновалась, готовилась, ходила на подготовку во дворец детства, считала каждый день. Нам отрадно, что в системе образования нашим педагогам удалось работать наиболее. Он будет радостным, несмотря на туманное утро, я думаю, такой же волнительный. Вот. И Милана сегодня почетная миссия позвонит в звоночек символический. А Милана, большой пламенный привет. Поздравляем с Днем знаний. Ух ты, здорово! Милана, что-нибудь нам скажешь? Сегодня вот ты пойдешь первый раз в школу. Ты готова? Милана? Да. Ты подготовилась к тому, что вот... Артем, скажи, пожалуйста, вот у тебя 4 класс уже, ты будешь приглядывать за своей сестренкой в школе? Ведь вы будете учиться оба... Они будут учиться в одну смену. У Артема совпадает с графиком, режимом обучения Миланы. Вот, поэтому, конечно, мы готовы и ждем и ожидаем, что будут какие-то немножко неудобства. Вот, но обращусь ко всем родителям города и республики, чтобы все набрались терпения, отнеслись с этим с глубоким пониманием и с карантином мы совместно сможем... Конечно, мы хотели бы также всех поздравить и сказать о том, что в нашей семье 1 сентября, он из года в год всегда очень волнительный, потому что наши родители и супруга, и у меня у родителей, они педагоги. Моей маме встречалась с Зинаидой Николаевной, отмечает в этом году 50-летний стаж педагогический. И в этой связи я передаю огромный привет Стрекаловской Зинаиде Николаевне. И она была директором 2 городов. Мы еще раз поздравляем вашу семью с Днем знаний. И чтобы ваши детки, Артем и Милана, учитесь хорошо. Всего доброго. На этом наш эфир подходит к концу. Что-то у нас сегодня со связью вообще, да?